Каждый день занимаюсь, немножечко зарядку делаю. Несложную такую, чтобы тело разработать. А потом, у меня работа связана с детьми, и мне приходится постоянно с ними танцевать. Приходят детки маленькие, 5-6 лет. Им же надо все показывать. А потом в движении, постоянно я в движении. Дома, на работе, на улице. Я не могу медленно ходить, я быстро хожу. Я, наоборот, хочу поправиться, у меня не получается. Я Асанова Эльзара, Рифат Хызы. Родилась в городе Ленинабаде, Таджикистан. Я заслуженная артистка Таджикистана и заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым. По образованию я артистка балета была всю жизнь. Но так как я сейчас работаю во Дворце пионеров, я немножко подучилась или переучилась на педагога. И продолжаю работать во Дворце пионеров. Во Дворце пионеров уже 29-й год работаю. Там возглавляю ансамбль наш крымско-татарский, ансамбль восточного танца «Гульдесте». Мы так привыкли, что даже не хотим никуда уходить оттуда. Это уже второй мой дом. Я вообще родилась в артистической семье. У меня Харбабашка Усейн Бакал, выдающийся хореограф. Он основоположник крымско-татарских танцев. Он работал балетмейстером в музыкально-драматическом театре Пушкина до войны. Отец мой, он родился в Семиизе. Учился, конечно, немножко в техникуме там, и потом также устроился на работу ансамбль песни и пляски крымских татар танцором. Он вначале очень здорово танцевал, а потом уже, оказывается, у него прекрасный голос был. Впоследствии этот коллектив уже перевели в Симферополь. Мама Пакизе Бакал, она так таковой не училась, она закончила только музыкальную школу, но тем не менее были очень одаренные. И вообще у меня тезешка такая и мама, они, вот можно сказать, самородки, они не учились там, где вот как сейчас учатся. Моя мама могла любую музыку сыграть, любую. Вот прослушать 1-2 раза, у нее был абсолютный слух. Но потом она, конечно, работала в театре кукол в Чкаловске, заведовала за музыкальной частью. Она даже сама оформляла музыку к этим спектаклям. Они сильно, конечно, пострадали. Не только их судьба, и у меня тяжелое детство было. Они, когда здесь находились, во время войны, во время оккупации, все, они же должны были существовать. Они продолжали работать также в театре. У них была концертная группа. Там много артистов. Они давали концерты вот в это время же. Их всех эвакуировали в Румынию. А когда они узнали, что уже закончилась война, все, их обратно вернули в Крым, в Симферополь. И как всех крымских татар вагонами увезли. Они попали в Таджикистан. Бесследно все это не прошло, их стали сажать. Первого отца моего посадили, Рифата Асанова, потом Харбабашку, Усейн Бакал, и в итоге уже маму, Пакизе Бакал. Я осталась, конечно, на руках у тезешки своей, Ремзе Бакал. Несмотря на то, что у нее уже были дети маленькие, все равно я благодарна ей, что я осталась у них жить. Я там и воспитывалась, пока не вернулся первый отец, вернулся, забрал меня и увез в Янгиюль. Потом Харбабашка вернулся. Самое последнее, конечно, вернулась моя мама. Она обратно приехала в Янгиюль. Папа уже был женат на другой женщине. Она меня забрала, и мы приехали в Ленинабад и обосновались в Чкаловске. Там, знаете, все, не только папа, мама, там всех артистов пересажали. Там и Сабри Реджепова была, Сейдхалил Османов, Иди Топче. Им всем давали по 25 лет ссылки. Кого в Магадан, кого-то в Иркутск, кто-то в Душанбе. Но они все сидели по 5-6 лет. Причиной того, что их освободили, причиной смерти Сталина. Да, Сталин умер, и их стали постепенно освобождать. Я с детства мечтала стать артисткой. Я очень любила танцевать. Я даже помню, когда меня отец забрал в Янгиюль,
я у него жила, училась в 3 классе, как сейчас помню. У нас была экскурсия в город Ташкент, а мы жили в Янгиюле. И нас повели в театр оперы и балета имени Наваи. Я вот тогда впервые в жизни увидела балет «Доктор Айболит». Я такая восхищенная оттуда вышла, в восторге, и сказала, что я только буду артисткой, я только буду танцевать. А потом, когда уже меня мама забрала, мы в Чкаловске жили, мой Карбабашка открыл в этом же городе драматический кружок крымских татар. Он там ставил спектакли «Аршин Малалан», «Арзыкыс», а мы маленькие были, и мои тезишки, они там по годке, по 2 года старше, мы все стали ходить к нему в эту самодеятельность. Нам было по 12, по 13 лет, и мы танцевали у него танцы. Вот первый, конечно, учитель был это мой Карбабашка. А потом, впоследствии, конечно, уже со мной стала заниматься моя тезешка Ремзе Ханум Бакал, которая очень-очень много мне все дала. Я понимаю, училище тоже дает все, но педагог, конечно, отдельно, когда занимаешься, он больше тебя учит всему, тонкостям искусства, танца. В Ташкенте есть специальное хореографическое училище, где детей учат танцам. Я, конечно, все усилия приложила, чтобы поехать в Ташкент. Меня мама одну не отпустила с родственницей меня в Ташкенте. Она меня привезла в Ташкент, оставила в училище. Я сдала все экзамены. Вечером она меня обратно забрала. У нее свои дела там были, а я, значит, осталась там. Ну, знаете как, для артистов самое главное – данные должны быть. Постучали, послушали музыкальность, прыжки, баллон. У танцовщицы должен быть в первую очередь баллон, легкость. Это все у меня это было. Мне сказали: девочка, ты принята, 31 августа приедешь сюда. И я вот так и сделала. С отличием закончила. Я всегда преуспевала. И практику мы проходили постоянно в нашем знаменитом ансамбле «Бахор». Мукарамат Тургунбаева покойная руководила. И она постоянно нас брала себе даже на гастроли. Мы в году по несколько раз у нее практиковались. Она приходила, она была царь и бог у них в Узбекистане. Она приходила и говорила: мы на бохус, мы на шо. Им не обязательно учиться, они должны научиться танцевать красиво. И вот у меня было направление в Бахор, но попала я в Душанбе. Я когда приехала в Душанбе, я вначале в ансамбле Лула работала немного, пока в аварию не попала, а потом уже я перешла в театр оперы и балета Садриддина Айни, и я там проработала 18 лет. Я же была артисткой балета, и я была в кардебалете. Я танцевала рабыню Лили Меджину, сын Родины, цыганка, Клеопатре, служанки, Золотая Лан вообще мальчика исполняла. Мне нравилось, что каждый день я хожу на занятия, классикой занимаюсь, репетируем. А здесь, значит, я же танцевала сольные танцы, таджикские. И директор у нас собрание, директор говорит: Эльзара, вот я тебя переведу с солистского ансамбля, все, ты будешь постоянно ездить на гастроли, за границу, все. Я говорю: а как же балет? И он мне говорит: слушай, лучше быть первым на селе, чем последним в городе. Но чем ты будешь в кардебалете, в последней линии, так лучше солисткой, объездишь весь мир. И он мне сразу оклад даже 225 сделал, потом 275, это так было. Я очень много ездила, я вообще дома не находилась. Я объездила весь Таджикистан вдоль да поперек. Только гастроли, план гастроли и за рубежом, конечно. Я первый раз, когда поехала в Афганистан, я вообще была удивлена за границей. Это был 68-й год. Я только выпустилась, молодая, но танцевала хорошо. Танцовщица техничной была. И я поехала. Месяц мы гастролировали при Закир-Шахе. Такие банкеты, такие встречи. Все это для меня было дико тогда. А потом впоследствии мы постоянно ездили, так как языки общие, музыка, все это. Постоянно мы в Афганистане гастролировали. Группа, бригада, от Москонцерта, от того, от наших. Да, я уже как в свою родную страну ездила в Афганистан. Знали. Ну, помимо Афганистана, конечно, я очень много ездила.
И в Польше была, и в Венгрии была, и в Лейпциге была. Выставки у нас были. В Индии мы очень долго гастролировали. Много, спасибо, конечно. Меня очень любили, ценили в Душанбе как танцовщицу. Ни один концерт без меня правительственный не проходил. А в то время, в советское время, очень много было всяких правительственных мероприятий. Съезды каждые там 2-3 года, съезд колхозников, праздники были. А правительственные концерты посвящены всем праздникам. И 8 марта, и празднику Наврез, и 7 ноября. Где бы я ни танцевала, везде были аплодисменты, и везде хорошо меня принимали. Я очень благодарна таджикскому народу, очень. Я этот город люблю, я люблю Таджикистан. Может, от того, что моя молодость там, знаете, самый порыв творчества там проходила. Может, поэтому у меня все это осталось в памяти. Я и сейчас люблю Душанбе. Мне кажется, он самый красивый, самый гостеприимный этот город. Первый раз я приехала, по-моему, 69-й или 70-й год это. Мамочка мне говорит: ну что, Эльзара, поехали, говорит, в Крым. Я говорю: давай, мама. Сели на поезд и поехали в Крым. Вот я тогда первый раз Крым увидела. И мне мама говорит: я сейчас покажу, где мы жили, где наш дом. Дом артистов, он так и назывался. Сейчас на этом месте находится ЦУМ. А там был дом. Правда, он уже огорожен был, уже, видимо, под злом, чтобы там построить другое-то здание. Потом она мне показала театр. И тоже на ремонте был. И говорит: вот мой папа работал в этом театре Пушкина, на улице Горького это было, да. Я представляла по-другому этот город Симферополь. Но это был 70-й год, наверное, не такой еще красивый он был. И я говорю: ой, мама, ты так хвалила свой город, а ничего хорошего нету. Приехали мы, конечно, куда? На голую землю. Ничего нету, ни воды, ни света, ни газа. Помучилась, конечно, очень долго мучилась, пока мы дом не построили. Вода привезенная, дрова, печка, грязь, дети учатся. Тяжело было, конечно, очень, но мы все пережили. Мы, крымско-татарский народ, всегда все переживем. Мне повезло в жизни. Я как переехала, сразу сказали, требуется педагог в 11-ю школу-гимназию, чтобы преподавать там ритмику. И я пошла к директору Иошину, все, показала диплом, звание, все. Он с удовольствием меня взял. Я работала там. И наряду одновременно меня пригласили во дворец пионеров. Буквально где-то я год отработала, и пришлось мне, дом же надо строить. Я работала 5 лет в школе и одновременно эти же 4 года работала во Дворце пионеров, без выходных, чтобы достроить этот дом. Конечно, трудно было все. Когда я поработала в нашем дворце, Республиканский дворец, он называется «Пионеров», мне больше там понравилось. Понравилось то, что дети туда ходили с большим удовольствием, желанием. Вы знаете, в то время дети какие-то другие, что ли, были, ответственные, они дисциплинированные, они трудолюбивые были, они познавали мир прекрасного. Когда меня пригласили во Дворец пионеров, в 1993 году я пришла в этот дворец работать. Как раз там работал другой педагог, он ушел, но там уже работал покойный Али Османович. И Лимона концертмейстером, она пришла весной, я осенью, и мы стали работать. Сделали объявление, столько детей пришло, человек, наверное, 150-200. Разные нации были. А мне сказали, берите подряд детей, так положено. И где-то мы полгода отработали, и нужна была презентация. Я говорю, ну надо же как-то назвать ансамбль. Ну, предлагали очень много, всякие названия. Мелевше, Бунавша, там еще что-то. А я говорю, давайте, мне почему-то вообще гуль нравится, гуль-цветок, гуль-десте. Я когда в Душанбе работала, я очень часто выступала по телевидению, и там все время передача была гуль-даста, букет цветов по-таджикски. А здесь я говорю, а давайте назовем гуль-десте, букет роз, букет цветов. И вот так он и остался. Уже вот 28 лет будет нашему коллективу. Очень много. Если положено было, например, 15, у меня детей было 38.
в группах, а у меня их 4, и по сей день их 4. Столько много детей было. И были дети разной национальности. Вы знаете, когда, оказывается, дети разной национальности, они более дружны, они сплоченные, они друг на друга глядя, они занимались очень хорошо. Мы очень много выезжали. Мы постоянно выезжали на фестивали, на конкурсы и получали призы. Мы даже бывало так, что мы в год по 3 раза ездили за рубеж. Допустим, поехали в Турцию, приехали в мае, поехали в Грецию, а летом в июне Ялова, опять Турция уже для взрослых фестиваль. Еще очень много ездили в Польшу, постоянно, там потому что хорошие фестивали были, которые дети приезжали со всех стран мира. Они знакомились, общались. Украину мы полностью объездили, полностью, аж до Ужгорода доехали. Много ездили, конечно, и у детей был стимул, много занимались. А вот сейчас, вы знаете, если честно сказать, дорого. Может быть, и сейчас ездили бы, но дело в том, что проходят конкурсы, фестивали, все платно. Дорогу платить надо, питание платить, проживание тоже оплачивать надо. А вы знаете, сейчас все это очень дорого. Нам предлагают, Питер предлагали, Казань предлагали, но это по 20 тысяч на каждого ребенка. Не каждый родитель может это позволить себе. Ремзе Ханум Бакал, она легенда нашего крымско-татарского народа. Это действительно настоящий самородок. Я просто, к примеру, приведу, что мой Карбабашка – самоучка, что Тизешка – самоучка, что мама моя. Они нигде не учились, но у них столько было таланта, столько фантазии, они такие одаренные были. Тизешка я вложила в наше крымско-татарское искусство очень много. Они даже сейчас, даже в Таджикистане помнят и все время говорят, пишут, что у него очень много учеников с высокими званиями. Она тут создала ансамбль «Крым» вместе с Дилявером Бекировым. Это они были первые начинатели. Потом, она когда жила в Ленинабаде, она постоянно курировала ансамбль «Хайтарму». Она ездила каждую неделю по 2-3 дня и ставила там танцы. А когда ансамбль перевели сюда, в Евпаторию, все, она тоже здесь стала подымать этот коллектив. Он был самый лучший у нас. Самый лучший среди крымско-татарского народа. Она возродила все танцы, которые люди забывали их. Помимо этого, ведь у нее еще своя постановка есть. И очень хорошие танцы у нее. А последние Бахчисарай, Хан-Сарай. Никто до этого не додумался. Она его воплотила, она его поставила. И было очень красиво. Просто немножко с ней несправедливо обратились. Конечно, очень обидно за нее. В 90 лет ее попросили уйти, не зная ее, как говорится, фантазии. Ведь 90 лет она еще соображала, как, знаете, как будто ей 20. Она помнила то, что происходило в этом, во время войны, везде, всюду. Я просто восхищаюсь ею, постоянно пример привожу. Этот вопрос давным-давно уже поднимается. Еще когда была живая Тизешка Ремзе Ханум, она всегда говорила, что нужна школа крымско-татарского танца. Уже прошло лет 25, никто ни о чем этом не думает. А вы знаете, я бы предложила бы так. Конечно, школу открыть может быть сложно, здание надо, арендовать надо, педагогов. Я бы так сделала бы. У нас же 3 государственных языка. Русский, украинский, крымско-татарский. Так почему бы вот сейчас молодежь наша учится в Институте культуры? Почему бы там не открыть уроки хотя бы крымско-татарского танца? Приглашать педагогов, чтобы они ввели эти танцы. Ведь их, кто никогда не танцевал, сложно. Там своя специфика есть. Грация, выразительность, пластика. У нас в основном и крымских татар ручками танцуют. Я бы вот это сделала бы. В данный момент, по-моему, культура никому сейчас не нужна. Честно, если так, вот честно разобраться. У нас почему-то на культуру всегда очень мало внимания обращали. Это всегда, во все времена, может, так было. У нас такое, я сейчас начну с того, что вот ансамбль Хайтарма.
довоенный, легендарный ансамбль. Сколько лет он существует. Он даже там, в депортации, расцветал, работал, хорошо был, на высшем уровне. Сюда приехал, он здесь тоже так же работал хорошо, новые танцы были, выезжали часто всюду. А вот сейчас просто обидно, что наш такой академический ансамбль «Хайтарма» и вдруг ни во что не превратился. Ведь вот так разобраться, ни одного певца хорошего нет, ни одного танцора там нету. Вот на что ходить, как? Вот почему об этом не думает наше правительство, наше руководство? Ну, единственный сильный коллектив был он. Ансамбль песни и танца. Или взять хотя бы, к примеру, Крымско-татарский наш театр. Мы раньше с удовольствием ходили на спектакли, такие артисты были. Где они сейчас? Тоже их нету. Если такие хорошие артисты ушли оттуда, остались по пальчикам несколько человек. Разве могут такие спектакли, как раньше, ставили весомые, хорошие спектакли? Где они сейчас? Где? Классика была. Нету, ничего нету. Правда, мы вот недавно ходили на ансамбль «Крым». Честно скажу, мне понравился. Мне очень оркестр работает над собой. Он сейчас, конечно, на высоте, чем по сравнению с другими коллективами. Балет мне понравился. Мальчики великолепные там были. Молодцы. Они не стоят на месте, как другие коллективы. Во-первых, надо жить в Крыму. Ведь мы приехали с такой целью, чтобы мы здесь обосновались, чтобы мы тут жили, трудились, воспитывали своих же здесь детей, вот именно в Крыму, чтобы язык знали. Как бы тяжело нам не было, мы должны это все выдержать. У нас ведь там были все дома, мы все хорошо жили, все, но все равно мы приехали, как говорится, ватан. И мы должны здесь оставаться. Чтобы сохраниться нам надо здесь жить, не уезжать. Некоторые боятся уезжать. А чего? Ну, я не понимаю, я часто задаю этот вопрос. Зачем уезжать, если мы приехали с целью здесь обосноваться уже? Дальше, это же наша Родина, это Родина наших предков. Мы коренной народ. Почему забывают некоторые, забывают об этом и уезжают? Как бы трудно не было, мы все переживем. Вы знаете, ко мне дети приходят, ко мне девочки, крымские татарки, маленькие. И почему я завтра не приду. Я почему? А у меня кружок английского языка. Я говорю, а ты знаешь крымско-татарский свой язык? А? Вот, знаете, очень обидно становится за наших маленьких деток. Почему? Почему вот все стремятся английский. Вы извините, но прям помешались на английском. А почему они не знают свой родной язык? Почему они не знают анатольно? В первую очередь, когда ребенок родился, он должен знать. Когда меня отдали в первый класс, я кроме крымско-татарского и таджикского никаких не знала языков. Выучила. В первую очередь язык. Если мы язык потеряем, мы народ потеряем. Это везде, всюду так сказано. Я все время об этом говорю. Всем абсолютно. Дети, учите крымско-татарский язык. Разговаривайте дома постепенно. И я иногда, может быть, я и возмущаюсь, что они не понимают языка. Но они не виноваты. Виноваты родители. Надо их заставлять учить, разговаривать, учить. Тогда мы никогда его и не потеряем. Во-первых, смысл моей жизни – то, что у меня семья, что у меня 2 прекрасных, великолепных сына. Я горжусь ими. Они самостоятельные, работают, семьи. Второе – это моя работа, без которой я не могу ни один день прожить. Вот некоторые люди радуются, когда их отпускают на каникулы или куда, а я расстраиваюсь. Как же так я не пойду на работу? Как же я не буду работать? Во мне еще очень много всего, что я должна отдать детям. Я ведь с удовольствием с ними работаю.